Цусадла сентябрьдес, чи райондес, дусвилин ватанишунин майылар аваз, Белоруссиядай, мин шехердин писательдерин союздин председатель Михаил Подняков, Белоруссиядин машур скульптор, художник ва шаир Хизри Асадуллаев ва Ярослав областа Умирзавачи ватанихли машур писатель ва карчи Мамед Халилов Мухман Ханвай. Абу райондин яратмисвай интеллигенциядин векилleri ике хошвилялди қабулна. Райондин яратмисвай ахали рихкалас таних жадалди Баха Мухаммадар Стал Сулейманан ва Алқадар Хасан Эфендидин музейрахана. Қадлай Асирдин Гамеран музейдин комплекса машур шаирани писательлар музейдин қолуқчири Лидия Стальскиди ва Фейзулин Мамедова қабулна. Абуру Атанвай Мухаммадар Стал Сулейманан Умирдин ва яратмишунерин риких танишарна. Шаирдин Коле ва Багда Пекурна. Ина чехи шаирдин Багда Абуру Атирлу Чаярхаз Сухбета Рауна. Гүргүнлай шаирин десте Алқадар Хасан Эфендидин музейда музейдин директор тарихчи Малим Хусейн Хусейнова қабулна. Ада Атанвай Мухаммадар Дагустандин Зурба Алимдин Ерсиних Галаз Танишарна. Музейдин залара Пекырна. Музейрила Гүргүнис Атанвай Мухаммадар Ибадла Тахирован Таруних Галай культурадин Маканда райондин яратмисова Юлдашрих Галаз Танишкана. Дорогие друзья, буквально два слова. Официоз не хотелось превратить, но, к сожалению, мы опоздали, народу больше было, вот поэтому в зале. Да, так круглый стол, легче было бы разговор и удобнее. А то получается здесь как будто сверху вниз. Да? Мы коллеги, мы одно дело обсуждаем, одно дело делаем. Михаил Павлович здесь второй раз в республике, в 2015 году был, и в этом году на юбилей приглашен был. Хизри, наверное, многие видели, кто не видел, он наш дагестанец, каратинец, он часто бывает известный человек, так что его особо представлять здесь нужды нету, ну и я чуть ли не прописан здесь, тоже часто бываю. Значит, наверное, будет правильно, если Михаилу Павловичу с высоты его опыта, с высоты его заслуг, с высоты его работы с писательским сообществом, поскольку он руководит не только Минской городской организацией Союза писателей Беларуси, но еще и фондом белорусско-русской, российской, комитет дружбы, или как там? Общество дружбы, да, возглавляет. Потом он входит в Высший совет Союза писателей Объединенного государства нашего Союза, да. Так что заслуги его, если титулы, награды перечислять, то у нас время кончится, отведенное нам. Только на это уйдет. Наверное, лучше мы послушаем Михаила Павловича и обозначим ряд тем, которые, в общем-то, интересны. У нас действительно Беларусь далеко на западе, вы знаете, равнинная, лесная, болотная республика. Замечательная, красивейшая, миролюбивая, вы знаете. Президента нашего тоже уважаете, любите, потому что батька наш любит за народ, любит порядок, иногда, может быть, грубовато с министрами, с правительством, но вот такой он у нас не дипломат, но иногда, может быть, и так надо, потому что радеет не за себя, не за свою какую-то партию или там клику, кучку людей, а именно за простой трудовой народ. Поэтому вот его постоянно избирают, поддерживают, хотя и в Европе долгое время называли последним диктатором. Знаете, не любят сильную власть, а без сильной власти ничего не будет. Поэтому власть должна быть сильная, но справедливая, сильная, честная и справедливая. Тогда что-то вот. У нас, если сравнить то, что было 20-30 лет назад и сегодня, то, конечно, большой расцвет, потому что после развала страны мы скатились в такую яму на всех уровнях. Но сейчас более-менее вот и союзное государство, какие-то проблемы возникают, это же всегда, даже в родном доме то возникают проблемы трения между братьями и сестрами, а здесь государство, и поэтому не разные иногда бывает. Вот,
как совместить. У нас много государственного сектора, вот, и культура, и, например, и библиотечное дело, и книгоиздание. Вот, у нас очень сильно поддерживается государством, в том числе и издание книг на национальном языке финансируется. Вот, особенно учебники, книги серии «Школьная библиотека». Вот, и у нас есть программа президентская по формированию библиотек. Вот у меня вышло несколько книг, как человека, которого изучаю в школе, значит, высшей, средней. Поэтому это писатель чувствует. И когда книга издается хорошим тиражом и стопроцентно оплачивается, начисляется гонорар. Вот, ну, гонорар у нас в республике платится. Если в государственных издательствах, в частных, то там надо еще платить. Если ты хочешь издаваться часто, то надо искать спонсоров и издавать в частных издательствах. Я первый раз был в Дагестане, я просто влюблен. Я в Дагестан благодаря именно Хизре Газиевичу я вот имел такое счастье приехать первый раз и сейчас. Хизры Газиевич, ваш замечательный земляк, наш белорус уже, так сказать, белорусский дагестанец, можно дагестанский белорус называть его. Он член Союза писателей Беларуси, член Союза музыкальных деятелей, он поэт, переводчик. Кроме того, что он член Союза художников нашего, он заслуженный художник Дагестана, скульптор, вот, замечательный художник, общественный деятель. Я называю его полноправным представителем культуры Дагестана в Республике Беларусь, потому что он очень много делает для того, чтобы Дагестан был достойнейшим образом представлен у нас в Беларуси. И он меня познакомил с Магомедом Ахмедовым, председателем Союза писателей Дагестана. В моем переводе вышла книга стихов Магомеда Ахмедова. Я перевожу Расула Рамзатова. Ну, надеюсь, эти связи будут углубляться, хочу переводить и других. Может, и меня будет кто-то переводить на ваши языки. Многонациональная республика. Вот. И чем она поражает? Вот своим дружелюбием, миролюбием, радушием, теплотой, душевностью. Вот мне кажется, что сама поэзия здесь в воздухе витает, в этих горах. Вот. И я эти все 3 года после первого визита всегда на выступлениях, а я очень часто выступаю, не только как председатель, не только как общественный деятель, но и как поэт, автор, потому что пишу очень много для детей, меня очень часто приглашают сюда. Я всегда рассказываю про солнечный вот, Дагестан, прекрасную нашу страну, прекрасную республику, прекрасных людей, поэтов. Об этом можно бесконечно говорить. Будут вопросы, я отвечу. Ну, значит, о Белоруссии, что еще о Беларуси сказать? Знаете, когда есть порядок, когда есть сверху, вот, то и порядка и ниже намного больше, на всех слоях, на всех отраслях, во всех сферах. Вот, мы сотрудничаем, Союз писателей, вот моя писательская организация, которую я возглавляю, 320 писателей города Минска, это большая организация, всего 600 человек у нас, Союз писателей Беларуси, есть в каждой области, вот, в каждой области у нас, значит, 6 областей, в каждой области есть областное отделение, Минское городское и есть Минское областное, например, ну, в областях у нас поменьше, конечно. Вот, примерно, вот, если взять Минское городское отделение, мы за год проводим около 700 мероприятий. Получается, что иногда в день несколько солидных, ну, выходные, если еще выбросить. Мы активно работаем с библиотеками. Вот, для меня самые прекрасные люди, близкие люди, это библиотекари, учителя, потому что они проводники, вот, наше слово, наши мысли, наши книги, только через них идут к читателю. Это мы делаем большое общее дело. Примерно где-то около 15 тысяч писательских выступлений за год. Все бесплатно, конечно, мы стараемся работать в школах, гимназиях, высших учебных заведениях, библиотеках, музеях.
во всех организациях, куда нас приглашают, вот, интегрированы в жизнь страны, в жизнь города. У нас много фестивалей, конкурсов творческих проводится. Мы открываем юные таланты. Вот, я сам после первого приезда мне понравился театр поэзии, дом поэзии в Махачкале. Вот, я сразу стал оббивать пороги властям, значит, что надо в Минске открыть. Мы открыли театр поэзии. Единственное, что у нас нет отдельного здания, нам выделили зал Центральной городской библиотеки, где всегда собирается 150, иногда и чуть больше людей. Вот, потому что поэзию слушают и любят люди избранные, люди подготовленные, люди духовные. И в театре поэзии в Махачкале только 80 мест. Я удивился, говорю, чего так мало? Вот, надо все-таки больше. Хотя там площадей много. Ну, я думаю, есть и другие площадки, есть другие залы, где проходят большие вечера. То же самое у нас, в Национальной библиотеке, в других залах можно проводить. У нас Дом литератора есть зал большой на 300 с лишним мест. Вот. А молодежь, вот я веду, кроме этого, директор театра поэзии, я еще веду школу юного поэта и провожу, организовываю творчество старшеклассников. В основном я беру город, потому что городскую организацию, но мы не отказываем нашим региональным литераторам. Вот, я основал две книжные серии. Библиотека Минского городского отделения Союза писателей Беларуси. Книги профессиональных писателей издаются каждый год 5, 6, 7 книг за буквально, ну, как и вот общими усилиями, 3-4 месяца книга выходит от рукописи до книги. Ну и горжусь, что я очень поддерживаю мы молодых литераторов. Вот книжная серия «Минские молодые голоса». Вот вышла за 5 лет 30 книг, первых книг юных поэтов, прозаиков, публицистов, литературоведов. И из них уже около 20 стали членами Союза писателей Беларуси. А чтобы стать членом Союза писателей Беларуси, надо иметь талантливейшие книги, надо иметь публикации в солидных изданиях литературных Беларуси, если на русском, то и в России, в других странах, профессиональных изданиях. Вот. Активную литературную жизнь вести. Поэтому вот я больше этим горжусь. Ну, что про себя говорить, у меня очень вот хизри сидит, Газиев знает, не даст соврать, что я тут расхвалился, что ну просто... Не дам. Около 20 литературных премий, национальная литературная премия, международная Бианки, Гоголя в области поэзии. Я не мыслю себя без России. Был такой международный конкурс в Санкт-Петербурге. Около 90 книг, я работаю в разных жанрах: поэзия, проза, публицистика, наука, языкознание. Я автор нескольких словарей, в том числе двухтомного словаря эпитетов белорусского литературного языка. Вот, переводные словари белорусско-русский, русско-белорусский. Я начинал работать после университета как ученый в Академии наук. Я член Академии Украинской, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук и искусств. Вот. Ну, хвалиться хватит. Так, государственных наград есть вот, мало. И союзного государства, и президент наш, вот, Хизри Асудулаев, тоже имеет высокую государственную награду. Вот, медаль Франциска Скорины за большой вклад в развитие культуры, в том числе и Беларуси. Ну, в первую очередь Беларусь, раз это белорусская награда. Вот. Ну, я думаю, достаточно. Я хочу прочитать несколько стихотворений. Только если будут вопросы, я отвечу на ваши вопросы. Вот я всегда признаюсь любви Дагестану и хочу прочитать Дагестану. Вот мелькнул под крылом гор седых караван, я написал на русском. Вот стрела голубая пронзила долину, бьется сердце мое. Добрый день, Дагестан, здравствуй, солнечный край, молодой и былинный, с юных лет.
Стал легендой ты мне золотой, дорогой и загадочно близкой сквозь дали. Ты пленил меня смелой народной мечтой, той, что предки потомков всегда завещали. И ничто так на свете меня не влекло, как Кавказа и Каспия, высь и раздолье. Твоя гордая стать излучала тепло и крепила своей нерастраченной волей. Я по картам и книгам и фильмам учил города твои реки, равнины и горы, твоих будней и праздников эхо ловил и, волнуясь, мечтал о свидании с хором, о величье души, что возносит судьбу, твою радость и боль, и любовь, и свободу мне открыли Шамиль, и Расул, и Махмуд, сыновья твои, слава и мудрость народа. И вот я на твоей хлебосольной земле, и пьянит колыбель твоя дивная, Каспий, и чарующей песней мальчишеских лет зазвучали в груди твои звуки и краски, и сегодня, как с другом, встречаясь с тобой, не стесняясь высокого чувства, горжусь я, что привез в своем сердце живую любовь и сестринский поклон от моей Беларуси. По дороге добра, в предном плечом нам плечу, неустанно идти, мир и жизнь защищая, Дагестан. Ты прости, что об этом кричу, но любовь не должна быть сегодня немая. Солнце звонкого счастья и радости пусть над тобою плывет золотым караваем. Беларусь, Дагестан, Дагестан, Беларусь. Пусть же крепнет в веках наша дружба святая. Я вот уже почти возглавляю, меня избрали председателем общества дружбы Беларусь-Россия. Вот, мы стараемся больше на нашей общественной работе, это продвижение дружбы, поддержка посольства России и Беларуси, больше проводить культурных мероприятий, связанных с деятелями с известными культурой, литературой, искусства России. И вот большая поддержка в этом, составная часть работы Хизре Садулаева, потому что он организовывает вечера памяти Расула Рузатова, другие вечера. Вы же мне оставьте что-нибудь сказать. Ну, похвалить надо. Поэтому я хочу прочитать стихотворение Беларуси, России. Вот я сюда ехал, коллега из Уфы, Камиль Зинганшин, писатель, альпинист знаменитый, наверное, покорил многие высотники. Он говорит, ну как, неужели Беларусь отколется от нашего? Никогда не отколется, потому что Россия без Беларуси проживет, а Беларусь без России не может. Есть горячая голова у нас, есть националисты, как и в любой стране, но я думаю, что 90%, может чуть больше населения именно за эту нашу вековую кровную связь, кровную дружбу. Нас нельзя разделить какими-то границами, как бы иногда политики немножко не хорохорились, или бизнесмены, которые считают себя великими, так сказать, творцами истории. Нет, великие творцы истории – это Расул Хамзатов, это Сулейман Стальский, это многие-многие деятели культуры, литературы России и Беларуси. Это наша общая история, это наша общая великая победа. Вот что меня поразило, знаете, как у меня в родной Беларуси каждый третий погиб, убит был, сгорел в огне Великой Отечественной. В каждом доме у нас кровоточит рана войны Великой Отечественной. В каждом доме помнит и ценит освободителей, свобода пришла к нам, независимость с Востока, с России, потому что... И посмотрите, День независимости у нас тоже 3 июля,
независимость. Но я считаю, что вот некоторые... От чего независимость была? Мы же жили в свободном, великом Советском Союзе. А у нас российский захватчик. Вот 3 июля, День независимости Республики Беларусь, день освобождения города Минска, нашей столицы. Вот, поэтому я был поражен, как ценят в Дагестане, замечательном, прекрасном, талантливом, таком богатом крае, ценят вот, дружбу, сотрудничество, мужество людей. И мужество людей в годы Великой Отечественной войны, и мужество людей в послевоенное время, когда они отстаивали мир для Дагестана, найти какое-то убежище или поддержку. Поэтому нет. И будущее за нами, теми, кто воспевает мир, дружбу, сотрудничество, любовь к человеку, любовь к труду, любовь к созиданию. Я хочу прочитать стихотворение «Беларусь и Россия». Я перевел его мой замечательный друг, наш замечательный друг, и мой переводчик, и переводчик Хизри Газиева на русский язык, прекраснейший поэт современный русский Анатолий Аврутин. Беларусь и Россия. Есть названия, извечно святые, в каждой буковке солнце любви. 2 сестры, Беларусь и Россия. 2 сестры по судьбе и крови, обе искренние и синеглазы. Над обеими лед журавлей отражаются ивы и вязы в чистых водах, что небо синей, в душах вольницы вечной стихия, и от пращура в них непокой. 2 сестры, Беларусь и Россия, не отделишь одну от другой. Наступали годины лихие, у пучины на самом краю 2 сестры, Беларусь и Россия, шли на битву в едином строю. Мир иной, у кого не спроси, эти чувства все так же остры. 2 сестры, Беларусь и Россия, 2 руки, 2 любви, 2 сестры. Я, вот, есть и другие стихи переведенные, я прочитаю «Журавли». Вам известное, хорошее рамзатовское стихотворение «Журавли». Я его перевел совсем недавно, вот, год назад, специально знал, что приеду еще сюда на фестиваль «Белые журавли». Вот, почувствуйте музыку моего родного белорусского языка. Я языковед сам, поэтому мне вот иногда хвалят переводы, ну, а ты не знаешь, что я языковед, а языковеду всегда дано больше чувствовать язык. Журавли. Нередко мне солдаты, якія не вернуліся з войны, калісьці не полеглі вечнай стратай, а журавлямі сталіся яны. І з тых часін у далечы высотнай лятуць і працінаюць крыкам нас. Ці не таму так часта і самотна, маўкліва іх праводзім мы штораз. Цяпер, перад вячэрняю парою, у лёгкім змроку бачу, журавлі лятуць сваёю звычнай чарадою, як у палях людзьмі яны ішлі. Яны лятуць нястомныя над светам, і пераклічка сумная чутна. Ці не таму кліч журавліны гэты аварскай мове роднасны здаўна ляціць. Ляціць па небе клін стамлёны, ляціць у лёгкім змроку нібы ў сне, і ў тым страі прамежак бачу вольны. Магчыма, гэта месца для мяне. Надыдзе дзень, і з клінам журавліным я паплыву, кідаючы свой кліч з нябёсаў голасам птушыным усім, каго пакіну на зямлі. Так хочется сказать, слава Дагестану, слава вашему прекрасному району, родившему много замечательных, талантливейших людей, ученых, философов,
поэтов, земледельцев, ну, наверное, в самых-самых разных сферах. Я всегда поражаюсь, Боже, куда ни приедешь, в ваш регион, какая красота, какое богатство, какие таланты. Вот самое главное. Сила, вот самое главное, что может быть на земле. И Беларусь моя такая же талантливая. Мы как бы родные вот этим, любовью к земле, любовью к своей родине, к труду, к нашей истории, к всему прекрасному и высокому. Я вот говорил, друзья, по дороге, в Беларуси более 700 родилось будущих флотоводцев, адмиралов. Представляете, сухопутная Беларусь, я не говорю про ученых, писателей, она дала почти 700 флотоводцев. А почему? Потому что мечтали, не видели море, но мечтали о нем. Вот поэтому нас всех делает великими людьми, талантливыми, а великий человек, это даже который ведет машину так, что она вроде бы летит, который строит дорогу так, что она потом как памятник, который строит дом так, что он на века, который делает доброе дело просто людям, он тоже велик. В каждом деле человек велик. Поэтому мы этим прирастаем, мы этим богаты. И слава вам, дорогие друзья, слава вашему краю, нашему прекрасному Дагестану и нашей белорусско-дагестанской дружбе. Наверное, если вопрос у вас в любом случае возникнут, наверное, Хазиль Газевич тоже послушаем. И потом уже объединим вопрос, это и экономия времени будет, и экономия ресурсов, потому что часть вопросов, которые скажут, вы гости, законы гостеприимства, ты тоже знаешь, ты не гость, ты С дагестанец. удовольствием терпеливо выслушал, Да. и послушал. Но я забыл сказать, помимо того, что наш дорогой Хизри является замечательным скульптором, он же еще и Диск своих песен здесь как раз без слов, одна музыкальная. Так что уже Да. опередил. Хорошо. Спасибо, спасибо. Но повезло, конечно же, повезло прежде всего тем, что встречал очень много хороших людей. С самыми талантливыми людьми Бог свел меня, и по жизни, с которыми подружился, с которыми работал. Без этого, наверное, не смог бы я оттачивать мастерство. Ну, по образованию, вообще-то, сам скульптор, и ни о чем другом, кроме как о скульптуре, я и не мечтал, и вообще в голове не было. Ну вот как-то так, когда уже состоялся как скульптор, художник, как-то пошли стихи, может быть, там, ну вот, кто толкнул меня писать. И тут же параллельно зазвучала какая-то музыка в голове. Ну, конечно же, первые шаги, первые стихи, они были такие очень слабые. И что более самое интересное всего этого, мне как-то вот говорили, почему сразу на русском не пишете на своем. Аварцы говорили, ну а что ты вот придумал, ты же понимаешь, писать на родном каратинском языке, а не на аварском. Не открылись мне, вот вроде как владею и аварским, и русским неплохо языком, но поэтический язык, он ведь несколько иной, хотя, как казалось бы, обычный, обыденный, но все-таки там формулировки иные и язык иной. Ни русский, ни аварский поэтические языки не открылись, а открылся каратинский. Когда в то время, когда все говорили, что на каратинском невозможно писать стихи, это очень бедный язык, и что рифмовать вообще невозможно на этом языке.
Оказалось, что очень богатый язык, очень красивый язык, и вполне рифмуется. И, наверное, поэтому было опубликовано в «Дагестанской правде» еще в начале 2000-х, что первым начал литературные стихи писать на каратинском. А вот в прошлом году, или позапрошлом, вышла антология поэзии народов России. Единственный из бесписьменных языков стихи на каратинском вошли в эту антологию, что, собственно, конечно, очень приятно. Да еще там написали основоположник современной каратинской литературы. Так что перед вами классик. Классик, основоположник. Но как скульптор, художник, наверное, уже можно смело сказать, что состоялся, потому как работы, 2 памятника в Москве установлены, выигрывал конкурс, в 5-6 музеях Москвы, 7 раз участвовал на всесоюзных выставках еще в советское время, когда каждый художник мечтал хотя бы 1 раз попасть. На 3 всесоюзных выставках, Михаил Павлович, это вам будет тоже интересно, наверное, на 3 всесоюзных выставках белорусскую скульптуру представляли лишь мои работы. Это в каталогах зафиксировано, что тоже приятный такой момент в жизни. И стихи вот тоже критики, лирики оценивают тоже высоко, приятно. Вот, собственно, Михаил Павлович предложил мне вступить в Союз писателей. И об этом тоже я не мечтал вовсе. Это Расул Гамзатов меня свел с народным поэтом Беларуси, номинантом на Нобелевскую премию Рыгором Бородулиным. До этого только по книжкам знал, что есть такой поэт, хотя жил в Минске. Но вот когда после встречи в разговорах там, и так далее узнал, что я пишу, настаивал долго, чтобы я дал ему подсрочные переводы. Мне было неловко в такой величине давать какие-то свои, я говорил, дядька Рыгор, то он настоял, чтобы если я на «ты» не перейду, то называл дядька Рыгор. А на «ты» я не мог с таким человеком, да еще по возрасту разница большая. И я говорю, нет у меня таких стихов, которые я мог бы дать вам, отрывать вас от более глубоких, высоких стихов. Но все же потом, спустя 2 с лишним года, и при каждой встрече напоминал, мне стало стыдно, кого я еще возомнил, что вот, кем возомнил, не даю. И вот так вот одни за другими по его просьбе давал, и в конце концов состоялась книга, сборник стихов на белорусском, после чего стал более-менее заметен, что ли, в этих кругах поэтических, в узком кругу. Михаил Павлович предложил вступить. И вот, подарив блокнот, карманную записную книжку, карандаш, чтобы я всегда носил с собой и писал все мысли, которые в голову придут, тут же, не откладывая Бородулин. Вот так и началось поэтическое творчество. Ну и потом примерно такая же ситуация была и с музыкой, и так далее, и так далее. Ну, музыку тоже там иногда по радио звучит, в белорусском радио. Я думаю, это потом у вас будет возможность ознакомиться, включив CD-диск на досуге. Ну, я как раз-таки хочу начать из уважения к нашему высокому гостю Михаилу Павловичу. На белорусском как раз в переводе Рыгора Бородулина стихи. Но прежде чем оказаться здесь, на вашей такой вот благодатной клочке дагестанской земли, если так
уменьшительно ласкательное, имею в виду в хорошем смысле, Лезгистане, да? Такой край Лезгистана, так будет, наверное, правильно даже. Заметил, что вот в Дагестане все ревностно защищают свою национальность, принадлежность. А здесь я заметил, насколько ревностно любят Сулеймана Стальского и творчество его. И с каким рвением, каким задором, перебивая, рассказывали историю и из биографии случая Сулеймана Стальского. Это очень приятно. Только так может сохраниться язык, культура и передаваться детям, другим последующим поколениям. Поэтому я буду приводить пример вашу любовь к своим героям, хотя это герои не ваши, а общие герои, но выходцы ведь отсюда взрастила эта земля. И как к вам, душой, кровью близки они не будут никому. Мы можем только равняться этой любовью к вам. К чему будем стремиться? Итак, хвалу и подяку Беларуси. Счастливо у Беларусь приехал, и дружбу гор привез с собою. И она мне широ отказала своей пешотной любовью. Своей души передо мною, и она распосежила дали, и каратинской мовы гуки по-белоруску звучали. И Беларусь меня поила водой с чаровной крыницы, и Минск моих детей родима стал горных дум моих столицей. Мне все тут стало дорогое, я этим краем гоноруся. На каратинской мове взношу хвалу и подяку Беларуси. Наверное, всем понятно. Вы заметили, каратинская мова. Да. Кстати, вот давайте вот я прочитаю что-то вот коротенькое, услышали. Ну, лучше всего, наверное, о родном языке я прочитаю. Это близкая тема каждому. Я думаю, что пусть слова не будут вам понятны, но вам будет понятна любовь в мелодии, моя любовь к родному языку в мелодии самого стиха. Кир далмаци айшала, рухабо индарака, кир далмаци бакхано, шор дарака хинигал, хохимбек киду хане, баркат бихоб дибкене, алла шул дарук маци, талихбек кубе кирди, дубба канил айшала, одехера роала, херабахе херцехер, хайнде дия бечехер. Спасибо. Ну, я тут сделал такие вот блоги несколько прочитать, с учетом того, что здесь проще будет прочитать, чем наложить. Вот. Но одно биографическое стихотворение. Не слушал отца и не слушал советов семьи. Работа учитель, работа кузнец и сапожник, а разве работа мазюкалки эти волной подступала под горло и нес по стремнению меня вдохновение челом. Искусство вливало мне в сердце мелодию горна, и в формах летучих являлась мелодия волн. Какой там Бертольда, какой там еще Герландайо, но жажда познания – это превыше всего. И если сегодня, сидя, я что-нибудь знаю, то лишь потому, что тогда я не знал ничего. Давно я художник, давно уже выросли дети, но часто тревожит щемящее чувство вины. Вдруг прав был отец, и сегодня мазюкалки эти в жестокое время опять никому не нужны. Но очень бы сейчас хотелось мне прочитать посвящение русским учительницам, которые в свое время приехали молоденькими девушками, девчушками и обучать грамоте
дагестанских детей. У нас в Карата тоже, конечно же, как и по всему Дагестану, работали много русских девушек. Кто-то остался там, женившись, кто-то уехал. Но одна из них стала заслуженной учительницей России, Валентина Сергеевна Шелкова. И вот я посвятил ей и в ее лице всем русским женщинам, посвятившим себя обучению грамоте дагестанских детей. Итак, русские птицы. Звенел июнь, в ночи кричали птицы. Вдали остался вечер выпускной, в руках диплом, но мысли хмурят лица распределений, сосланы страной. О, девушки поры 50-х, каким вам зрился солнечный Кавказ, куда лишь с чемоданчиком помятым учить детей страна послала вас. Ведь было прежде столько разных планов: Москва, аспирантура, Целина, а это край мечетей и имамов, где между скал лишь зной да тишина. Твердили мамы: пару лет промчаться, вернетесь, скоро в юности года. И мысли нет, чтоб там потом остаться, тем более остаться навсегда. О, русские учительницы птицы, вас занесло на Северный Кавказ, где дети жаждут русскому учиться, где в класс войдешь полсотни темных глаз. Мгновенно ловят то, что ты сказала, гортанно повторяя русский стих, врагов Руси свергая с пьедестала, рассказов вдоволь, выслушав твоих. Оставить их? Уехать? Нету силы. Почувствовал, здесь дом, а не приют. Когда слабеешь, встретив Исмаила, и с нежностью в глазах глядит Махмуд. Когда кувшин с водой односельчанки приносят утром, на, попей, поешь, и чувствуешь себя чуть-чуть горянкой. И детвора не путает падеж. А там живой к живому письма маме, что замуж вышла, не о чем жалеть. И первенцу с кавказскими чертами по-русски колыбельную пропеть. И годы мчатся, деток уж 4. Да что-то сильно расхворался муж. Но на уроках о войне и мире и русский стих родник в любую стужь. Не уберег и Пушкин волос белый, все дали черных сделались черней. И не стара, но рано овдовела, и родила, но отнял Бог детей. И снова мысль уехать, но могилы с собою вдаль, увы, не увезешь. Учительница, птица, сиротливо в великих книгах праведная ложь. Что им осталось? Книг да уроки, уйти в себя и жить не напоказ. Да росчерк в небе черных гор высоких, доставший близким Северный Кавказ. Дверь распахнут, платком прикрыв седины, шагают неприступные на вид и слышат, как орел, вспорхнув с вершины, о чем-то им по-русски прокричит. С Расулом Гамзатовым, о ком я хочу вот прочитать посвящение, одно из посвящений, мы познакомились, когда еще давно, и встречались, и звонили, и общались, бывало и дома, и так далее, и так далее. И не посвятить ему стихи я, конечно же, не мог. С 2004 года, ровно год спустя после его ухода, я начал проводить Минские вечера памяти. С удовольствием принимает участие, читает со сцены.
Проводим там конкурсы среди детей, чтецов и так далее. И дети со сцены лучшие из лучших читают, актеры театра и так далее, и так далее. И 3 года, к сожалению, всего лишь 3 года мне удалось, всегда финансовые проблемы, где взять, да, как Черномырдин говорил, где возьмешь. Но 3 года подряд в Витебской области, где компактно проживают лезгинской национальности наши земляки, проводил Сулеймана Стальского такие же вечера. Однажды даже из Ярославля приехали канатоходцы, заслуженные артисты Дагестана. Приезжал и ваш земляк. Я тогда написал главе вашего района письмо с приглашением, но он сам не приехал, а прислал Нагиева. Вот. Я с удовольствием, конечно же, оплатил ему дорогу, не знаю, район оплачивал или нет. Он промолчал об этом на самолет, чтобы быстрее обратно полетел, скорее рассказать вам о том, что там делается нами. Итак, посвящение Расулу Гамзатову. Куда бы ни собирался петь, летать, одну имел ты слабость — опоздать. С красавицей встречался неземной, но все равно опаздывал и к той. Привыкли дома вещи, пилигрим, к извечным опозданиям твоим. Ты в Индии не раз бывал, мечтал пожать Тагору руку, опоздал. В Армению приехал, боль прожгла, к Сарьяну опоздал. Дела, дела. Не раз шутил ты в зрелости седой, что опоздал к горянке молодой. Опаздывал везде, где плач, где смех. Опаздывал, но был желанней всех. Зачем себя однажды изменил? Пришел, врата небесные открыл. Весь Дагестан от горя зарыдал. О, пусть бы ты на небо опоздал. Ну, и несколько таких вот общих. Конечно же, да, превыше счастья нету высоты. И нету ничего приниже горя. Будь с высотой, мой друг, всегда на ты, с печалью и бедой успешно споря. Любая тяжесть легче тех вериг, что от стыда к земле склоняют тело. Кричи, и станет легче. Пусть хоть крик ту тяжесть облегчает неумело. Нет ничего позорней низкой лжи, хотя и ложь порой во спасение. Ты горькой правды лучше не скажи, не оскверняй счастливого мгновения. Медлительный все же бег времен, что медленнее всех часов на свете. Всевышнего спроси, коль ты умен, и он тебе на все ответит. Ну, наверное, я завершу стихотворением одним как желание, что ли. Молитва, река, дарующая жизнь, дай чистоту волны своей. Земля, дарующая жизнь, отдать мне щедрость не жалей. О, воздух, жизнь, дарящий нам, своим дыханием одари. Всевышний, жизнь, дарящий нам, не дай сгореть мне до зари. Река, дарующая жизнь, устану, плечи мне омой. Земля, дарующая жизнь, всегда веди меня домой. О, воздух, жизнь, дарящий мне, от скверны кровь мне очищай. Всевышний, жизнь, дарящий мне, сгореть мне до зари не дай. О, как же ты велик, Господь! Молю, чтоб ныне и всегда мне врачевали дух и плоть, молитва, небо и вода. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, наверное, можно слушать очень долго стихи, и тем более мы, пишущие братья, это всем здесь сидящим относится. Когда вопрос касается творчества, стихов, мы можем круглые сутки читать.
Но есть люди, которые стихов мало читают, они не поймут наш этот. Который стал нам в семье очень близким, дорогим человеком. И я не просто хочу поздравить, а привезли мы от семьи подарок. Ну какой может быть подарок для поэта? Да, конечно же, ручка, ну, с брелком, чтобы ключи не терять, тяжелая. Так что это King Star. Пожалуйста, дорогой Сергей. Наверное, надо было сюда. Ничего. Спасибо. Пишите долгие годы здравия. Спасибо. Так. И мне прозвучали по белорусскому языке. Вот почему пришел не вчера. Это вам. Спасибо. Так. Я эту книгу дарю сестре Фатимат, потому что 5 лет тому назад нас Хидри познакомил. Подойдите, пожалуйста. Это значит, в 3 ставах любой дом вам двери открыты. За 5 лет дружбы у нас было, значит, много общения с Фейсбука. И у них прекрасная дочка исполнила, значит, какое-то год рождения. Я посвятил ей стихотворение, на русский язык перевел Саид Мурат. Это замечательная книга, значит, печатал мой друг Ахмед Пашаев в Станте. Он печатал своим трудом. Я прочту на русском языке. Серебрится вершины зияющих гор, плодородный сады птиц, немеркнущий хор, словно исповедь радуешь нас до сих пор, благородная дочь, коротенько Аниска. Я же не старый. Красотою возвысил весь Дагестан, сердце матери радует нежный твой стан. Боже, да, нам на счастье земной Гулистан, благородная дочь, коротенько Аниса. Ты хранишь убеждения, мысли отца и подходишь на мат, начиная с лица. Фатиматкина дочь, лан, украшение кольца, благородная дочь, коротенько Аниса. Сажидин, стихотворец из стала в тиши, сочинил этот стих своей музой души. Ты, Ахмахский район, повлекла из глуши, благородная дочь, коротенько Аниса. Я хочу, чтобы мои лезгины услышали на лезгинском языке. Yer yemiş kakan dağlar, yer yemiş din açay bağlar, возтомычız şadya halar, Karatinka Ruş Alisa, Dağıstan din güzel bike, şadval avay didet rike, Allah din baht galva yeke, Karatin din Ruş Alisa. Дорогие друзья, если какие-то вопросы есть к Михаилу Павловичу по нашей части, по литературной, по культурной, по работе, какой-то районе, вам удалось сохранить традиции лезгинской литературы, традиции лезгинской словесности.
сохранить бережно историю. Даже музей после вот этого старого пожарища очень быстро восстановили. И сегодняшний день вот Ахмед Паша Ферзилаевич совместно с вами, сидя дома, выпускает, делает прекрасный журнал, делает огромный объем работы, практически при мизерной государственной поддержке, районной поддержке, потому что район больше не имеет возможности. Сидит, значит, Марлинского Бабаханов дома пишет великолепный этот роман в стихах, о котором никто не знает, 20 лет, оказывается, пишет, и вдруг выдает на гора продукт небывалой красоты и мощи. И словари. Это, конечно, есть. Есть, и вопросов, наверное, можем много задавать. Вот один-два вопроса задать, поскольку время мало. На общение много нужно времени. К сожалению, это время у нас ограничивают. Несколько вопросов. Да. Если есть... У меня есть один вопрос. Да, Может быть, мой вопрос не по теме, но все-таки я не могу не задавать его, потому что многие интересуются этим вопросом. Вопрос нашим уважаемым гостям. Скажите, пожалуйста, вот на территории Белоруссии функционируют ли колхозы, совхозы, вот такие хозяйственные деятельности ведутся или по-другому? Да, безусловно. Значит, есть, они сейчас называются СПК, сельскохозяйственные производственные кооперативы, объединенные. Вот. Есть, значит, очень сильные, например, Острометьево в Брестской области возглавляет доктор сельскохозяйственных наук Алексей Скакун, он герой Беларуси. И у него, понимаете, у нас вот объединение, он занимается овощеводством, садоводством, производством, животноводством. Он производит даже мороженое, которое прилетает самолет с Тель-Авива и все увозит мороженое туда. У них подписан контракт, что это мороженое не должно продаваться ни в какой другой стране, даже в Беларуси. Но мы, писатели, там бываем в гостях, потому что мы этого председателя приняли в Союз писателей. Он написал несколько книг о своем хозяйстве, о своей жизни, вот таких публицистических. И таких вот в каждом районе, не знаю, может быть и у вас так, есть одно какое-то, еще в советское время это было, крупное хозяйство, которое становилось образцом, примером для всех остальных. Вот. И агрогородки. да, потом, значит, понимаете, у нас еще как, некоторые предприятия сильные, крепкие, промышленные, закреплены за сельскохозяйственными предприятиями. Они помогают техникой, они помогают рабочими руками, особенно уборка. В советское время работали школьники, студенты ездили на уборку. Сейчас у нас этого почти нет. Только строят если есть. Потому что вот, ну, механизировано, много, все, так сказать, новые технологии, поэтому столько рабочих сил, уже рабочих рук не надо, как, например, это было в детстве 30-40 лет назад, вот, на моем. Есть, значит, ну и у нас же очень много производится продукции сельскохозяйственной, конечно, вот, молочной, мясной. И в каждом районе есть предприятия, в каждом районе несколько предприятий. Даже есть предприятия небольшие, значит, это и хлебзаводы, это по производству крупы, это по производству масла, сыра, молока, кефира. Вот. Есть такие предприятия, тоже остальные. Еще один вопрос. Михаил Павлович, я хотел к вам обращаться. Дело в том, что вот рядом сидящий поэт Мавлид Бахаш, вот здесь было сказано, вот человек 20 лет писал роман в стихах, вот сейчас тоже трудится. И в переднем ряду у нас все сидят, это поэты наши местные. Вопрос в чем заключается? Вот наши поэты, они всегда с протянутой рукой входят. Дело в том, что вот не издаются их книги, издаются, правда, очень мало.
У вас как поставлен вот этот вопрос? Значит, у Я имеется в виду, я говорю о государственной поддержке творческих лиц. Значит, у нас есть государственные издательства, их сейчас немножко меньше стало, раньше было 11, сейчас это 5 государственных издательств. Вот, холдинг есть, «Звезда» называется, объединяет газеты, журналы наши и, значит, книгоиздания. В свое время тоже в этом холдинге работал, заместителем директора, главным редактором издательства. У нас есть государственная поддержка. Издательство государственное, значит, составляет план выпуска на год. Вот. Есть государственный заказ, особенно, конечно, на то, что расходится, что идет классика, писатели, которых изучают в школе. Вот, мне повезло, что у меня 90 книг на сегодняшний день, и каждый год у меня выходит несколько книг, но государственной поддержкой. Иногда даже зависть большая возникает писателей, которые этого не изучают их. Вот почему у этого писателя столько с государственной поддержкой. Но я говорю, я на это не влияю. Мне заказ делают, даже издательства звонят, и Михаил Павлович, создайте нам такую книгу. Я очень много пишу для детей, более 50 книг мне детям адресовано. Они выходят у меня и на белорусском, и на русском. У нас есть государственная поддержка, больше преимущества на национальном языке, на белорусском, но есть и поддерживают хорошие проекты, и авторские, и коллективные на русском языке, потому что они нужны для образования, для воспитания. Ну, например, так скажем, условно, идет юбилей Победы. Безусловно, выпускает издательство, планирует какие-то коллективные сборники, там, посвященные этой теме. Безусловно, государство поддерживает. У нас поддерживают еще, вот я являюсь лауреатом, трижды лауреатом премии министра обороны республики нашей, потому что я вхожу в руководящую там, значит, структуру, которая шефствует над вооруженными силами республики. И много пишу на военную тему, на современную тему, прозы, поэзии, армии. А недавно стал победителем международного конкурса, посвященного пограничной службе, за повесть «Письмо домой». Еще приеду, будут вручать, потому что я был в Турции, когда мне звонили, хотели вручать. Командующие погранокругами руководят этим конкурсом, присылают писателей со всех союзных СНГ республик. Вот. И Министерство обороны у нас тоже поддерживает, но они поддерживают именно литературу, направленную на воспитание не только солдат, офицеров, но и школьников, студентов, потому что они говорят, и правильно делают, министр меняется оборона, но они эту традицию поддерживают. Мы должны воспитывать население, начиная с садика, потому что они будущие солдаты, им защищать страну, а не только тех, кто учится в военных вузах, поэтому тоже поддерживают министерство, ведомства, профсоюзы у нас тоже поддерживают, профсоюзы профессионально. Они основали премию, вот я тоже являюсь лауреатом народной премии, именно Федерации профсоюзов, всех профсоюзов страны. И они поддерживают. То есть не только само государство целенаправленно поддерживает. Вот есть президентская программа еще, чисто, я говорил, издают книгу, вот, 2000 тиражов, 100% оплачивают, 100% значит, автору гонорар начисляют, и эти книги идут в библиотеки за государственный счет. Да. И Вот пару условий. Да. Это действительно беседа у нас такая получилась содержательная. Разрешите мне от вашего лица, от вашего имени сказать спасибо нашим гостям за то, что они приехали, поговорили с нами. Мы всегда ждем их. Приезжайте еще раз, мы будем только рады. Спасибо вам.